Пожалуйста. Слушаем, да? Слушаем. Здравствуйте, участники летнего самосбора. Я бы хотел сегодня рассказать о визуализации шарнирных механизмов с использованием SolidWorks. Я думаю, что в этой программе можно реализовывать не только шарнирные механизмы, а какие-нибудь различные интересные геометрические фигуры. Первый механизм — это университет Василье. Я думаю, с помощью этого механизма можно ли рассказать детям об инверсии и свойствах инверсии. Также можно в этой будет программе создать анимацию и продемонстрировать работу данного механизма. Вот, например, следующий механизм, например, Липкина-Пасселье, она показывает работу одного из свойств инверсии. Таким образом механизм работает. Он преобразует дугу, движение по дуге в движение по прямой линии. Следующий механизм — это механизм параллельного движения Чебышева. Получается, что точка А, которая движется по прямой лямбда, то есть тоже интересный механизм. Здесь вращательное движение преобразуется в движение по прямой линии. Вот таким образом выполняется его движение. Следующий механизм — это упрощенный табурет Чебышева. У меня сделана его модель. Сейчас я покажу. Так. Читал программу. Вы сегодня ходили в 9-й корпус, и вам, Сыктывкарского государственного университета, и вам проводили экскурсию. Я уверен, что вам там показывали 3D принтер и лазер. Вот, собственно, часть деталей распечатал на 3D принтере, а часть вырезал на лазере. В таблице вы можете увидеть количество деталей, их размеры. И если вы эти детали сделаете в SolidWorks, вы сможете сделать такую же интересную модель. Этот табурет Чебышев, он реализует параллельное движение сиденья к основанию, то есть к полу. Таким образом он двигается. Модель тоже можно здесь увидеть. Можно вот на этом макете показать? Да. Да, сейчас, конечно. Здесь у меня сейчас фиксирую. Фиксатор просто, да? Да. Вот таким образом она двигается. Тут в общем, практическая цель какая? Практическая цель? Практическая цель. Это я в рамках курсовой работы делал. У меня была просто тема шарнирные механизмы. И я модельку создал, чтобы продемонстрировать это интересное свойство, что... В этой модельке можно вопрос? Когда он доходит до какой-то крайней точки, он потом что с ним происходит? Да. Останавливается и переворачивается? Если он, получается, идет в левую крайнюю точку, вот этот стержень, он упрется вот в этот шарнир. Да, механизм он дальше не уйдет. Покажите. Сейчас, секунду. Да, я сейчас покажу. Вот он таким образом сюда двинется, и он вот в это упрется, и все останется на прямой линии. А если мы его поведем вот сюда, и доведем сюда до конца, то здесь этот механизм можно будет вывернуть, подняв этот шарнир вверх. То есть он вывернется, но все равно он таким образом держится и остается на месте. В принципе, я думаю, его можно будет каким-то образом модернизировать, чтобы такого не происходило, то есть какой-нибудь стопор поставить. Так, у меня не стояла, скажем так, цель сделать все идеально. У меня это демонстрационный вариант. Следующий — это еще один табурет Чебышева, он более сложной конструкции, поэтому это называется упрощенным табуретом Чебышева. Опять же, список деталей можно видеть в табличке. Выглядит он вот уже таким образом. Здесь хочется добавить, что я не очень хорошо подобрал размер, стоило вот этот стержень сделать его длиннее, тогда можно было бы отклонение механизма сделать в большую сторону. Он будет понадежнее, чем этот механизм, и уже проблем с тем, что механизм будет выворачиваться, как здесь, не будет. А цель какая у вас сюда? Табуретка качать? Нет. Просто как демонстрация интересных свойств. Хорошо, где можно такую штуку применить? Да, вот у меня просто шутки такие, которые так... Где-то может быть полезно. Нет, это не для сидения, на мой взгляд. Все. Вещи. Я бы сказал, это опять игрушки интересные для детей.
в этом смысле. Не, ну применение, я думаю, можно Ну, найти. ты- Например, в ресторане сидишь, а тебе хоп, и блюдо пришло к столу. Нет, просто ученик туда, там раз, подвинулся, раз, А откинулся. потом с учетом фиксации, это же у вас автоматически получается. Высота же меняется поверхности горизонтальной. Нет, она как раз параллельная. Она параллельно стоит? Суть в том, что она параллельная. То есть уровень всегда одинаковый. Ну, своего рода компьютерный стульчик, да, отъехал, взял книжку и обратно. Но, с другой стороны, смотрите, вот мы же не можем студия прибить к полу, да? Это говорит Чебушеву можно. И вот можно продвинуться, отодвинуться, а высота одна и та же. Мы еще что в этом понятии, туда сел, сел и Нет, стоп. А тут можно прикрутить. Это намертво можно. Где-то еще того же можно. Продолжаем. Еще один интересный механизм – это антипараллелограмм. Называется он так, потому что был взят параллелограмм, и его стержни, в данном случае это H, E и GF, они были пересечены. Здесь он обладает двумя свойствами, у него точки B, C, D не движутся по одной прямой, и величина BA, умноженная на BC, она всегда является константой при любом движении. Таким образом выполняется его движение. Следующий механизм – это механизм Сильвестра, Кемпель и Квадроплана. Он использует механизм, он использует антипараллелограмм. Квадроплан получается следующим образом. Мы берем шарниры и делим стержни вот в следующем соотношении, которое вы можете видеть на экране. Опять же, список деталей приведен в табличке. И получается вот такой интересный механизм. Здесь тоже происходит движение сидения параллельно полу, но как для стула такой механизм не стоит реализовывать. Он очень сложный, там какие-то интересные надо будет использовать материалы, чтобы на нем можно было прям сидеть, он будет стоить довольно много. Просто об этом зашла речь. Опускается, поднимается. Да, опускается, поднимается. А вот сидишь так на стульчическом. Нет, в том плане, что не он Нет. опускается, поднимается, Не-не-не. а в том плане, что он двигается по параллельному полу. А сама конструкция, да, она при движении поднимается и опускается вот таким То образом. есть само сиденье не опускается. Нет, вся суть в том, что она по параллельному полу двигается. Это просто различные вариации. Все понятно. Все, что я хотел. И последний. Здесь я привел. SolidWorks позволяет сразу сохранять в нужном формате, то есть формат STL и формат DXL. Формат STL нужен для печати на 3D принтере, формат DXF. Формат DXF он нужен для резки на лазере. Вот. В DXF формате программа предлагает выбрать вам виды, допустим, сверху, спереди и так далее. Спасибо за внимание. Также дополнительный список литературы. А вы студент какого факультета? Я учусь на прикладной математике и компьютерной науке сейчас. Молодец. Все еще умные парни. Я думал, что все. Богдан, вы расскажите. Ну, в общем, механизм, если честно, Сколько вы сидели, что вы делали? выполнен немножко криво. Я не стал учитывать то, что лазер, он сжигает 0,2 примерно миллиметра. Следовательно, вот эти вещи они у меня не очень плотно держались. Но это первая проблема, которую мне пришлось решать. Я ее следующим образом решил. Я пластиковую бутылку взял, вырезал маленькие пластинки из пластика и на клемент приклеил. И они перестали наваливаться. Следовательно, я то же самое внизу сделал. Здесь мной были куплены такие металлические стержни, толстые. Извините, я забыл, как называется. И я их порезал, нажал по металлу обычный и зашлифовал концы, чтобы они, скажем так, пальцем не трогали. Дальше. Вот эти маленькие шляпки, я их напечатал на 3D принтер, и они были вставлены в вантер, в общем, они были вставлены. Дальше. Так как у меня здесь 10 мм был диаметр, а диаметр анкера 8 мм, другого я не мог найти. А 10 мм он уже не влезал, потому что 3D принтер он печатает не идеальную окружность. Иногда получается у него эллипс. Следовательно, вы будете смеяться. Я наматывал изоленту на эту штуку, чтобы оно идеально держалось и сильно не дребезжало. Синяя или красная?
Синего. Так, а вопрос такой. Допустим, ты сможешь табуретку, стул отремонтировать без вот данного моделирования и процесса? Без моделирования табурет не получится. Можно, Моделирование да. должно быть. Да. Нет, а если стул сможешь, а стол? Тоже возможно. Тоже возможно. Но американцы, если он стул сможет ремонтировать, то стол нет. Либо наоборот. Спасибо.